Здравствуйте. Вечерний эфир ТНВ продолжает программу «Вызов 112». В студии Рамиль Галиуллин. О самых резонансных происшествиях дня в ближайшие 10 минут. За истекшие сутки огнеборцы Татарстана потушили 14 пожаров, из них 11 в жилом секторе. Сегодня расскажем о некоторых из них. К нам вламываются наши соседи, они нам говорят: у вас баня, говорит, я просто в полном шоке. Покажем, почему не стоит проезжать на красный и в какую сумму может обойтись попытка проскочить. Вот оттуда выехал, получается, на красный. Напомним, как мошенничество может коснуться любого, кто не соблюдает осторожность. А вы читали, что существуют такие виды мошенничества? Читать-то читал, но, видать, не осознал. Все это прямо сейчас. Начнем со смертельного пожара. В Альметьевском районе сгорел частный дом и погиб мужчина. Пожар в селе Ильтень-Бута начался в полночь. От строения осталось только пепелище. Есть и погибший, и пострадавший. Госпитализировали подростка. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет. Тем временем дознаватели устанавливают причины пожара. В результате пожара сгорел жилой дом на площади 100 квадратных метров. Погиб хозяин дома. Соседом до прибытия пожарных подразделений спасен мальчик 2013 года рождения. Ребенок госпитализирован в детскую городскую больницу города Альметьевск с диагнозом отравления средней степени продуктами горения. В Набережных Челнах экстренный вызов поступил огнеборцам из одной из пятиэтажек на Московском проспекте. Когда пожарные прибыли на место, в квартире горели вещи и мебель. Во время тушения обнаружили женщину и мужчину. Как выяснилось, мать и сына. Женщина погибла. Ее 37-летнего сына госпитализировали. Причина пожара устанавливается. А в пригороде Казани дотла сгорела баня. Здесь тоже пришлось спасать детей. Пожар случился в Салмачах. При этом огонь бушевал в опасной близости от других построек, в которых находились люди. Это возгорание могло обернуться трагедией, если бы не бдительность соседей. Огонь вспыхнул вечером на улице Пестричинская. Как оказалось, загорелась баня. Благо, в этот момент там никто не парился. А вот в доме, стоящем рядом, находились двое несовершеннолетних детей. К ним забежал сосед, который в числе первых заметил огонь и вывел ребят. Я сидела у себя в комнате, делала уроки, брат тоже сидел у себя в комнате. Я просто сижу, к нам вламываются наши соседи. Я выбегаю, спрашиваю, что случилось, как, что? Они нам говорят: у вас баня, говорит, я просто в полном шоке, стучусь к брату. Соседи позвонили в службу 112 и помогли подросткам покинуть опасное место. Оперативно прибывшие пожарные расчеты не допустили распространения огня на жилой дом. А вот баня пострадала серьезно. По предварительным данным, причина нарушения правил устройства и эксплуатации печи. Окончательную предстоит установить дознавателям МЧС. В Татарстане за сутки подразделения Государственной противопожарной службы реагировали на 14 случаев. 11 из них произошли в жилом секторе. Сирина Васильева, Диляра Хабибуллина, Анвар Шарифуллин, вызов 112. Пожарный извещатель спас многодетную семью в поселке Урусу Тазинского района. Огонь вспыхнул в бревенчатом доме. Из-за неисправной проводки началось возгорание на чердаке. Прибор среагировал на задымление. Громкий сигнал услышала хозяйка. Собрав 5 детей, она выбежала на улицу. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Попытка проскочить на красный привела к столкновению двух машин на перекрестке улиц Абсалямова и Чистопольская в Казани. В ДТП попали Hyundai и Infiniti. Люди в аварии не пострадали, но прийти к соглашению о том, кто из них нарушил правила, не смогли. Поэтому для оформления на место происшествия вызвали сотрудников ГАИ. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris двигался по улице Абсалямова и ехал в сторону Сибгата Хакима. В то же время Infiniti ехал по Чистопольской в направлении Ибрагимова. Пересечение Абсалямова и Чистопольской оборудовано светофором, который на момент аварии, по словам очевидцев, работал. И это означает, что один из водителей, скорее всего, проехал на красный. По словам одного из свидетелей столкновения, это был водитель белого корейского седана. Вот оттуда выехал, получается, на красный, белый. Ага. Вот этот. А Infiniti оттуда параллельно с троллейбусом ехал, просто быстрее троллейбус просто ехал, получается. Не превышал скорость? Нет, куда-то превышать. Удар получился настолько сильным, что на обеих машинах сработали подушки безопасности. Ни одна из сторон на месте аварии своей вины признавать не хотела.
Со слов присутствующих, водитель «Соляриса» работает в доставке, и это был арендованный автомобиль. Если версия с его виновностью подтвердится, то цена торопливости окажется высока. Место происшествия обе машины покинули на эвакуаторе. Олег Хайруллин, Диляра Хабибуллина, Анвар Шарифуллин. Вызов 112. В самом центре Казани на площади Свободы сегодня утром столкнулись такси Volkswagen и Kia. Пересечение улиц Карла Маркса и Театральная регулируется светофором. К этому моменту утренний час пик уже прошел, поэтому существенных затруднений для транспорта ДТП не вызвало. Свою версию нам рассказал водитель такси. Я ехал со стороны Пушкина в сторону Лобачевского. Ехал на разрешающий зеленый. Дедушка решил выехать на красный свет со второстепенки, со Театральной, и зацепил меня. Да, я ехал по автобусу, но мне разрешено, я водитель такси, у меня есть лицензия, у меня все официально. К счастью, не было пассажиров. Повреждения небольшие, но неприятные. То есть у меня дверь поцарапана, заднее крыло, немного задний бампер. Товарищ говорит, что он меня не касался, хотя он выезжал на красный и зацепил меня. У меня есть запись регистратора, у меня все есть. Он вину не признает, я не знаю почему. Казалось бы, запись видеорегистратора подтверждает слова водителя такси, но, похоже, совершенно не убеждает второго участника ДТП. Нам он свою позицию пояснить отказался, но сотрудникам ГАИ рассказал. Виновника определят на разборе в госавтоинспекции. Одной из самых заметных потерь в результате стало время сторон, участвовавших в оформлении. И еще одно ДТП на улице Чистопольская в Казани. На этот раз с участием уже 3 автомобилей. По предварительным данным, BMW, Opel и Kia ехали в сторону проспекта Имашева. В какой-то момент водитель Kia решил перестроиться, но не убедился в безопасности и спровоцировал аварию. За рулем был 20-летний парень. От столкновения он находился в шоковом состоянии, и для него пришлось вызвать скорую. Однако от госпитализации водитель отказался. В Нижнекамске 45-летний мужчина лишился крупной суммы денег, поверив аферистам. Он думал, что выгодно инвестирует свои сбережения. Его уговорили взять 7 кредитов в различных банках. Ожидая сорвать большой куш, мужчина выполнял указания мошенников. Понял о том, что стал жертвой преступников только тогда, когда потерял больше 2 миллионов рублей. В 2 словах, предложили инвестиции. Получилось сперва с 10 рублей началось. Он хотел сорвать куш, но вместо обещанной прибыли отправился в отдел полиции писать заявление. Мужчина рассказал оперативникам, оставил свой номер телефона на платформе, предлагающей выгодные инвестиционные возможности. Вскоре ему позвонил неизвестный и представился инвестиционным специалистом. Под его руководством нижнекамец установил специальное приложение и перевел сначала небольшую сумму. А потом, давайте возьмем кредит, через 3 дня перекроем. Все, вроде взяли 1 миллион кредит. Начали работать, вроде все, инвестиции идет. Вот этот налог нужно заплатить, примерно 400. Даже после того, как его стали уговаривать брать кредиты в банках, мужчина свято верил, что сможет заработать. Поверив злоумышленникам, он оформил 7 займов. В общей сложности перевел мошенникам 2 миллиона 150 тысяч рублей. Мужчина в какой-то момент осознал, что его обманули, но было уже поздно. От аферистов тогда и след простыл. А вы читали в газетах, смотрели по телевидению, в социальных сетях, что существуют такие виды мошенничества? Читать-то читал, но, видать, не осознал. Сейчас он все осознал и по уголовному делу проходит потерпевшим, а подозреваемых пока нет. Управлением МВД России по Нижнекамскому району возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Злоумышленников сейчас предстоит установить. Нафиса Минязова, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии был Рамиль Галиуллин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.